Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. На днях состоялось заседание Единой межведомственной комиссии республиканского проекта «Родные города и села» по рассмотрению проектов по развитию объектов общественной инфраструктуры в нашей республике на 2021 год. Впервые выбор инициативных проектов проходил онлайн с использованием цифровой платформы OneClick Якутия и социальных сетей. Инициативными группами на цифровом модуле было предложено 183 идеи. Около 38 тысяч жителей республики приняли участие в онлайн-собраниях. К распределению на конкурсной основе на этот год в государственном бюджете предусмотрены средства в размере 500 миллионов рублей. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим гостем. Это министр финансов республики Валерий Жандоров. Валерий Алексеевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день, Иван. Наверное, в начале беседы расскажите об итогах конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, которые основаны на местных инициативах на год текущий, 2021. Да, действительно, недавно прошел уже традиционный ежегодно проводимый конкурс по выбору проектов общественных инфраструктур, основанных на местных инициативах. В этом году была некоторая особенность. Вы правильно сказали, что часть собраний проводились в режиме онлайн на платформе OneClick Якутия, где проводилось голосование. Но при этом инициативные группы и руководители в муниципальных районах использовали другие платформы для проведения очно-заочных собраний, потому что элемент проведения собраний является одним из важных факторов. Первый этап – это выбор проблемы, обсуждение ее, и тут было обсуждено 1700 проектов. Так? Затем были итоговые собрания, проведенные традиционно, это ноябрь, декабрь в муниципальных образованиях. И там уже было представлено 480 проектов, которые были в форме заявок, оформлены в соответствии с правилами, утвержденными теперь уже в рамках нового указа главы Республики Саха-Якутия «Родные города и села», который был подписан 1 декабря. Данная информация была представлена, и вот по итогам 480 проектов было допущено 471 проект, и по итогам конкурса были отобраны 330 проектов с общим финансированием 692 миллиона рублей, 500 миллионов это субсидии из государственного бюджета, обращаю внимание, да? А 192 миллиона это традиционные условия софинансирования из местного бюджета, граждан, населения и представителей так называемых спонсоров. Вот если вкратце, мы потом можем раскрыть вот эти итоги 330 отобранных проектов. И надо сказать, что приняли участие порядка, у нас 445 всего муниципальных образований на территории Республики Саха-Якутия, а подали заявки 366 муниципальных образований. То есть участие довольно-таки активное. Да, мы отмечаем всегда высокую активность именно вот в реализации этого проекта. Почему? Мы считаем, что, конечно же, секретом здесь является то, что он полностью основан на тех предложениях, которые выдвигают сами граждане по решению своих вопросов местного значения, которые являются наиболее важными. Вот если мы начали говорить о деньгах, скажите, какая максимальная стоимость проекта, который может быть реализован с помощью этой программы поддержки местных инициатив? Да. На самом деле минимальная сумма субсидий это 1,5 миллиона на один проект, но муниципальные районы, например, именно районы могут реализовать 3 проекта на территории своего района, выбирая другое муниципальное поселение. В этом году у нас работают так называемых 3 окна. Первое окно это конкурс среди арктических улусов, все-таки, чтобы обеспечить равную конкуренцию, да, с большими центральными районами. Так? А затем городские поселения свыше 10 тысяч и 2 городских округа. Ну и самое третье большое, это все остальные муниципальные образования, которые составляют большинство. Вот проект в основном в целом около 2 миллионов рублей. Но есть и проекты, которые и порядка 7 миллионов рублей. Вот в качестве примера хотел бы привести такие примеры, как проекты, например, в поселке Нижний Куранах. А там проект стоимостью оценен 11,2 миллиона рублей. А субсидия 1,5 миллиона из государственного бюджета, то есть это местный бюджет, население. А население может не только денежным вкладом и спонсором, но и не денежные вклады, это работы, субботники, спецтехника и так далее. Это вот формирование молодежного сквера молодежи. Вот такое большое пространство, общественное пространство они задумали. Есть примеры около 6-7 миллионов рублей. Ну вот, например, достаточно интересно в Момском муниципальном
районе высокоскоростная поселковая локальная сеть в селе Хану. То есть граждане сами Здорово. совместно с субсидией реализуют вот такой высокоскоростной доступ. Это 7,6 миллиона рублей, а субсидия 1,5 миллиона рублей. Или, например, в селе Эльгай, там, где у нас известный музей, известный не только в нашей республике, порядка 14 тысяч экспонатов, тоже на его утепление этого здания граждане решили, что для них это приоритетный проект местного значения 6 миллионов 200. Вот такой разброс, но минимальный, это обычно стандартно 2 миллиона. Скажите, вот за все время действия этой программы поддержки местных инициатив, какие чаще всего проекты предлагает население? Это какие-то культурно-досуговые проекты, Да. образовательные проекты или что-то еще? Да, на самом деле типология, так называемая типология этих проектов общественных, она составляет около 15 направлений. Конечно, безусловно, абсолютно большинство это связано с благоустройством на территории поселения и водоснабжением. Они вот даже вот среди вот этих 480 проектов 83 это благоустройство, водоснабжение это 72, затем дороги, объекты физкультуры и спорта, это в основном формирование спортивных площадок, так? А детских площадок очень много, 32 проекта. То, что скверы связано с массовым отдыхом, это 39. Освещение, очень популярные проекты, тоже освещение, уличное освещение в поселках. То есть как раз это те вопросы местного значения муниципальных образований, которые обеспечивают качество жизни, повышение благоустройства жизни граждан. Это вот летние водопроводы, водоснабжение очень популярны. Так? Уличное освещение – это вот то базовое, которое оформляет среду жизни. Ну и культурные, то есть это и ремонт объектов культуры, то есть население тоже стоит как приоритет для того, чтобы есть такие замечательные примеры, когда превращались у нас в 2018 году, это были первые кинозалы, открытые вот силами самих граждан. Есть и такие, как обустройство мест захоронения, благоустройство и так далее. Вот эти проекты тоже выбирает население. А в каждом своем пункте они разные. Но реализуется около 300 в год, то есть за 4 года мы порядка уже 1500 проектов реализовали. Все это вопросы местного значения. Ну, цифры действительно впечатляют. Да. Какие перспективы есть у этой программы поддержки местных инициатив и ждать ли в этом году каких-то изменений, может быть? Изменения, вот мы уже говорили, они начались в прошлом году, то есть мы переводим все чаще в режим онлайн-голосования, проведения онлайн-собраний на платформе OneClick Якутия. И данный проект, он уже в составе 4 проектов, в едином проекте «Родные города и села». Туда входит еще и программа «Комфортная городская среда», тоже это общественное пространство дворовой территории. Комплексная развитие сельских территорий в части благоустройства, тоже средства там из федерального бюджета. Там тоже берется инициатива граждан. И движение Якутия в 21 веке «Добрые дела». Вот они все в едином проекте теперь будут синхронизированы. И мы будем проводить это все на цифровой платформе OneClick Якутия для удобства проведения в новом формате голосования, выбора проектов и осуществления ввода заявок. Скажите, может быть, есть какой-то универсальный совет для тех, кто впервые захочет принять участие в этой программе? Какие факторы все-таки влияют на успех проекта, чтобы он получил путевку Да. в жизнь? Самый весомый фактор, и изначально в этом состоит суть проектов так называемого инициативного бюджетирования, то есть когда в бюджете закладывают средства, исходя из инициатив самих граждан, на что их направить. Это мировая практика, ей более 30 лет. У нас она реализуется в России, началась в 2016 году. Было сперва немного субъектов, а сейчас уже порядка 65 субъектов реализуют эти проекты поддержки местных инициатив. И перспективы, то, что я говорил, в этом году уже на новой платформе, а фактор – это численность, активность населения. 2 этапа. То есть первый этап собрания, а в этом году, надо сказать, приняли 203 тысячи жителей во всех муниципальных образованиях в так называемых первых собраниях обсуждения и выявления проблем. Второе итоговое собрание, когда уже представляются инициативными группами, проекты защищаются перед населением, там и на итогах голосования уже 85 тысяч. Это подтверждает активность именно у нас в республике, фактор активности. В чем важность? Чтобы органы местного управления, а у нас есть уполномоченные в каждом муниципальном районе, проводили активную работу с населением. Самое главное – информирование и организация вот этих собраний. Это очень важно.
На примере даже вот районов, хотел бы сказать, у нас лидерами всегда очень активными и по количеству заявок все муниципальные образования участвуют, подают каждая муниципальная заявка. Это вот даже и сейчас это Хангаласский улус, Мегино-Кангаласский. Я хотел бы отметить в этом году высокую активность Верхоянского из арктических улусов. У них порядка 18 муниципальных образований, 18, и при этом заявок было 19 заявок. И в конкурсе отобрано 16 заявок. Это очень высокая активность. Вот все муниципальные образования арктических улусов активно участвуют, так, в реализации проектов. Жиганский нас вот тоже очень порадовал. Так? Но есть несколько районов, и мы с ними продолжим эту работу, как вы говорите, по поддержке, разъяснению, продолжению активной работы, где заявки прошли только 50%, например, а в основном 85%. Ну, цифры тоже все-таки впечатляют. Да. Вы сказали, что 65 регионов нашей страны эту программу реализуют. Как ваши коллеги из других субъектов Российской Федерации оценивают наш республиканский опыт в программе поддержки местных инициатив? Да, надо сказать, что эта программа поддержки местных инициатив уже с самого начала показала свою активность. Я был всегда уверен, убежден и всегда говорил, что у нас жители очень активны. Если предложить инициативу, которая основана именно на их предложении, то найдет очень широчайший отклик. И у нас, я считаю, очень население такое сплоченное в реализации собственных инициатив. Когда эксперты Всемирного банка тоже отметили этот фактор, то есть вовлеченность, очень высокая активность, вовлеченность населения, я объяснял это, как мы обычно объясняем, и нашими природно-климатическими условиями, и условия общения друг с другом. Так? Безусловно, Север накладывает, я считаю, этот отпечаток, когда все вместе готовы решать любые вопросы. И не зря Российская Федерация в 2018 году впервые участвуя в международном конкурсе лучших практик инициативного бюджетирования, выставила Республику Саха-Якутия от Российской Федерации впервые на этот международный конкурс. И республика сразу заняла 5-е место в номинации «Общественное обсуждение граждан», так, среди практик, лучших мировых практик. А там было вместе с нами 5 победителей, принявших участие 65 стран, такие как Тайвань, Париж, Гренобль, Монтевидео. Ну, оценивают достаточно высоко, и Минфин России, который ведет данный проект со Всемирным банком, они оценивают постоянно. В прошлом году в 4-м конкурсе проектов вновь наш проект победил в номинации общественного участия. Это проект как «Квантум» в Могудайском наследии в садике Чорончук. То есть было установлено инновационное оборудование, позволяющее детям изучать физику и химию. Это здорово. Ежегодно побеждают наши номинации. Это здорово, проекты. Безусловно. Валерий Алексеевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Ну и, конечно, будем ждать от вас новостей о ходе реализации программы в этом году. Договорились? Да. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью», но реализации программы поддержки местных инициатив нам рассказал министр финансов республики Валерий Жандоров. Берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и обязательно дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.